Всем хай, с вами Циничный Комяк и мой видеожурнал «Уебануться». Видеожурнал «Уебануться» — это обзор происходящего в Республике Приколов, слова главных действующих лиц и здоровая нотка скептицизма. И я начинаю. В сельском поселении Кедровый Шор местные коновалы вынуждены принимать население в неотапливаемом здании без света. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. На кадрах в местном ФАПе видно, что в нем отсутствует мебель, освещение, видно протекающую крышу, а из отопительных приборов у медиков только спирт с собой. Спирт? Спирт. Пока нам рассказывают сказки об освоении Арктики, простые врачи в верхней одежде при естественном свете вынуждены принимать пациентов. Смотрите, в какой помойке мы живем. Минздрав пытался было заявить что-то в духе «вы все врете», но никто не поверил. Однако исправлять ситуацию никто не спешит, ведь известно, что качественный медпункт ломает в нашем народе самые главные духовные скрепы. Очень по-христиански, очень православно. Виктор Бетехтин по прозвищу «Розовая кофточка» запулил наконец-то годную идею. Шутка. Шутка. Конечно же, это шутка. Никаких годных идей «Розовая кофточка» не предложил. На этот раз от Витеньки прилетела идея насчет росписи граффити серых и блеклых стен Сыктывкара, и всех желающих он просит откликнуться. И это не самая лучшая идея, так как ныне культура граффити является вандализмом и карается законом. Впрочем, удивляться тут нечему. Тут нужно еще отметить, что некоторые сыктывкарцы прислушались к Виктору и запилили вот такое граффити накануне митингов. Как говорится, розовая кофточка зрит в корень. А если без шуток, то культура граффити прекрасно существует без поддержки извне, и по работе уличных художников ясно читаются современные проблемы. Продажные телеканалы с их социальной порнографией не скажут нам и даже третий того, что нам расскажут граффити. А солнцеликий президент с его проверками, приездами хоть раз бы прочитал надписи в моем подъезде. Доктор Уйболит, он же губердоктор, он же Вова Чума, прибыл к нам в нелегкие пандемийные времена. Прибыл, осмотрелся и заявил, что в республике все хуёво. Как будто Мамай прошелся. И, засучив рукава, взялся за эту тяжелую работу. Шутка. Конечно же, ничего такого не произошло. Спустя почти год никуда не исчезла коронавирусная инфекция, а уровень вакцинации среди населения необычайно низок. Оттого ежедневный прирост колеблется около 60 случаев в сутки уже в течение недели. К тому же, из-за того, что все силы брошены на борьбу с коронавирусом, в республике появились очаги африканской чумы свиней. Несмотря на то, что наш губердоктор по специальности эпидемиолог и предпринятые его командой меры, данные очаги с февраля месяца активны до сих пор. И вправду, Уйба больше чиновник, чем врач. Это же позорище. Ну что ж, на этом все. Не забывайте лайкать и распространять видео, а также подписывайтесь на мои социальные сети, указанные в описании, чтобы ничего не пропустить. До новой встречи!